Юбилейная тема в беседе заместителя полномочного представителя президента России в ЦФО Мурата Зязикова и губернатора Вадима Потомского под номером 1. Объекты, возводимые по программе 450-летия, находятся в высокой степени готовности, сказал глава области. Школа какая-то, да? Школа. Сколько мест школ? Школа 1100. Хорошо. Большая школа будет, да. Тут со сроками все. И знаменитая станция Объезджелезная, она фактически уже все работает. Мы сейчас уже пусконаладку провели успешно, и качество воды там шикарное. Среди тем беседы подготовка к празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Орловская область вновь присоединится к масштабной всероссийской акции «Бессмертный полк». Это знаковое событие, сказал Мурат Зязиков. Я сам, конечно, буду принимать участие. У меня тоже старшее поколение, которое тоже предки мои, начиная от полугеоргиевских кавалеров и участники Великой Отечественной войны. Ну, у каждого из нас, у каждого гражданина России, конечно, это вызывает чувство такой общенациональной гордости. И то мероприятие, которое, «Бессмертный полк», которое прошло у нас в Москве во главе с Владимиром Владимировичем Путиным, нашим национальным лидером, конечно, оно будет уже и традиционным, мы себя уже не мыслим, такое ощущение, как будто эта акция, это мероприятие было всю жизнь, и действительно оно очень важное. По поручению президента Мурат Зязиков провел прием граждан в приемной главы государства Орловской области. В нем также принял участие губернатор Вадим Потомский, главный федеральный инспектор в Орловской области Афанасий Киселев, главы районов области. За помощью обратились посетители мобильных приемных президента Российской Федерации Орловского и Свердловского района. Общение проходило в режиме видеоконференции. Среди вопросов проблемы уличного освещения, строительство дороги, ремонт кровли детского сада, устройство водопровода в поселке Змеевка. Объем финансирования необходим на 17,5 миллионов рублей. Значит, документы находятся в проектировании. И я думаю, что мы постараемся совместно с районами на 2017 год включить этот объект в реконструкцию. По 2017 году. Но только в 2017 году. Потому что у нас уже сформирована адресная программа на 2016 год, поймите нас правильно, это мы будем стараться. Но я думаю, что получится. Несмотря на то, что губернатор лично находится на приемной президента, да, будет такой документ подготовлен на его имя, и с контроля сниматься будет тогда, когда этот вопрос будет решен. В канун Дня российского парламентаризма Мурат Зязиков адресовал теплые слова в адрес депутата Госдумы от Орловской области, генерала армии Николая Ковалева. Человек, который очень много сделал и для нашей службы, и для России в целом. И действительно, в тот период очень многое удалось сделать именно благодаря его усилиям, потому что лично он работал с той комиссией, которая была создана по Северному Кавказу, которая занималась и освобождением лиц, которые попали в плен. Ну и знаю, что как парламентарий, как депутат, как человек, это человек, который очень чуткий, очень бережно относится к людям, к своим избирателям. Наталья Пехтерева, Сергей Руднев, телеканал «Первый областной».